ثم صوبودي صوبيست خليتا أستا وبروس صو دل وبروس أبيسني دون صو نقعسنا شويست خليتا حاجة وحار обсуждать да дишь хумш дуарш сун хиетаряха ну давай на русский я перейду, да. Я считаю, что это важные вопросы. Я не знаю, о чем еще мы здесь должны говорить. Здесь обычно начинаются какие-то разговоры, которые вообще не имеют какого-то серьезного отношения к насущным проблемам мусульман на Кавказе. Поэтому вот это наши темы, наверное, вот это и мы должны обсуждать, просто делать это в правильном русле, да. Давайте сейчас, я считаю, мое мнение, я не говорю, что истина в последней инстанции, я считаю, здесь есть большая проблема из-за того, что люди не знают этапы вот этой борьбы на Кавказе. Я поэтому хочу коротко сейчас попытаться пробежаться, а потом пусть Тумсо и вот там его оппоненты будут это обсуждать. Ну как сейчас историческую справку я дам, да, если вы мне разрешаете. Можно мне это сделать? Да, Я да. не против. Я не против. Смотрите, проблема в чем? Люди, которые не являются или активными политическими деятелями этой Чеченской республики, Ичкерии, или чеченцами, которые, или будучи даже чеченцами, сейчас речь идет только о чеченцах, а я не говорю о наших соседях, кавказцах, дагестанцах, ингушах, кадыгах и так далее. Люди, которые не жили активной жизнью политической, или не изучали эту тему, даже будучи чеченцами, они могут не понимать, о чем, например, Тумсо говорит, или о чем чеченцы говорят. Давайте я сейчас вам объясню. Я здесь задаю, как, я знаю, как зануда, да, все время я повторяю один и тот же вопрос в течение этих 6 месяцев, как эти эфиры начались. Я задаю вопрос, почему в 90-м году, когда разрушался Советский Союз, Республика Дагестан, Ингушетия, Осетия, Карачай-Балкар, Адыгея не выбрали путь свободы и независимости, построения государства, будь это общеединое кавказское государство, конфедеративное, унитарное, без разницы, будь это чисто республиканское народное государство. Почему я задаю эти вопросы, и я обычно просил представителей этих республик, будь это Дагестана, Ингушетии, Адыгеи, Карачая-Балкара, чтобы они ответили на этот вопрос. Первое. Почему во время разрушения Советского Союза, когда была возможность реальная освободиться от плена, в котором находились кавказцы из-за этой оккупации, почему народы этих республик не стремились освободиться и построить, будь это общее единое кавказское государство, будь это государство ихнего народа. Почему я задаю этот вопрос? Потому что хочется, чтобы это обсуждали представители этих республик. И вот если бы эти представители этих всех республик и этих народов, они сначала обсуждали бы этот вопрос, размышляли бы, осмысливали бы это, и только после этого эти люди будут понимать, о чем говорят чеченцы. Возвращаемся в 1989 год. Ассамблея горцев Кавказа в Абхазии. Едет чеченская делегация. С тех пор чеченцы, одни из участников и составителей этого устава, этой ассамблеи, именно чеченцы его составляли, авторы были, говорят об освобождении всего Кавказа. Просят всех представителей, которые туда приехали, стремиться к независимости, к построению государства. В итоге мы знаем, что ни Дагестан, ни Ингушетия, ни Осетия, ни Карачай-Балкар, Адыгея, никто не стремился построить независимое государство. После того, как кавказские народы, кавказские республики не показали вот этого понимания, единства, да, мы здесь говорим о единстве все время, и когда этого понимания кавказские народы не показали, кавказские республики не показали, на тот момент, будучи те люди, которые были люди ахлюль халь валь ак, да, будь они джахилями, без разницы, это вот та элита, которую этот народ произвел на тот момент. Какая бы она ни была, это была та элита, которая представляла, которая приезжала туда и выступала от имени своих народов. Почему эта элита, которая рождена или из этого народа исходит, она не стремилась к построению единого кавказского государства там, или халифата, без разницы.
когда это понимание эти народы не показывали, не показали, чеченцы, естественно, считая себя обязанными отвечать перед Аллахом, как каждый из нас отвечает перед своей семьей, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, с кого он начал? Он начал со своей семьи, со своего рода, обратился в первую очередь к ним. Естественно, чеченцы действуют так, они обращаются в первую очередь тем, вот как к своему роду, да, как к своему этносу, к своему племени. И это говорят ахлюль халь валь акд из этого народа, которые будут потом отвечать и перед Аллахом в судный день, или вообще перед мусульманами, что они сделали в эти дни. И вот так чеченский народ создает свое государство. И да, и по факту оно превращается, хотя изначально чеченцы стремились к построению именно Кавказского. О Горской республике говорили. Съезд чеченского народа 23-25 ноября. Есть в интернете видеозаписи, вы увидите, там есть плакаты. Мы продолжим дело шейх Мансура. В ноябре 90-го года чеченцы, вот этот съезд чеченского народа, вы можете увидеть лозунги, девизы. Мы продолжим дело шейх Мансура. Что хотел шейх Мансур? Шейх Мансур хотел объединить всех кавказцев, создать одно целое государство. Чеченцы об этом говорят в ноябре 90-го года. И вот по факту получается так, что ни Дагестан, ни Ингушетия, ни Карачай, Балкар, Адыгея, никто не стремятся, ихняя элита, ихняя ахлюль халь валь акд на тот день, никто из них не стремился создать свое государство или общее кавказское государство в союзе с чеченцами. Ни одна республика этого не показала. Ну, чеченцы создали тогда свое государство. В 92-м году чеченцы снова создают Кавказский дом, приглашают народы, или ахлюль халь валь акд этих народов, и снова поднимают вопрос о независимости, о построении государства. В 93-м это делается, в 94-м это делается, в 97-м, 98-м, 99-м все время это делается. Но нету, никакой реакции нету. Ну вот по факту у нас образовалось такое государство. И после этого, когда представители разных народов не обсуждают вот этот момент, не занимаются критическим анализом того, что они, ихние отцы, сделали и не сделали, а начинают говорить чеченцам, а почему вы построили чеченское государство? Почему вы его назвали Чеченская республика Ичкерия? Это национализм, это неправильно. Вы просто не понимаете, вот, как нам это видится и как нам это слышится. Вот теперь я это как бы короткую справку сделал, и все. Теперь можете дальше отталкиваться от этого. الله يظلم Давайте теперь дадим продолжить Абу Халиду. Абу Халид, где ты? Абу Халид, здесь переживай, да. Давай, Абу Халид. на сердце. Тумсо, почему? Машаллах. Абу Халид, хайхахта бадихин снагасана табиня. Хешуйса.